Бердыбек Сохпавпаев. Меня зовут Хожа. Говорят, большие поэты пишут свои стихи только когда на них нападает вдохновение. Что касается меня, то мое вдохновение будто все время висело на кончике пера. Стоит мне только улучшить минутку и сесть за стол, как я тут же что-нибудь сочинял. Да что там говорить, порой бывало начну новую тетрадь стихов, и так мне хочется поскорее ее исписать, что я сам себе даю задание сочинять каждый день по столько-то стихотворений. По моему мнению, человека ведет вперед только мечта, и я теперь мечтал о том, чтобы мои стихотворения были набраны типографским шрифтом, опубликованы самым настоящим издательством, и чтобы люди покупали их и читали. Ах, как это было бы прекрасно! Кто-то, раскрыв журнал, одним из первых громко воскликнул: «Эй, смотрите, здесь напечатаны стихи нашего Хожи!» И там действительно мое стихотворение, а под ним четко, как клеймо на бедре жеребца, красуется Хожа Кадыров. Прогоняв целый день футбол, я к концу дня окончательно выбился из сил. Во время игры, охваченный азартом, не очень-то замечаешь усталости. А сейчас я возвращался домой, едва волоча покрытые толстым слоем пыли ослабшие ноги. Вот бы сейчас окунуться в воду, подумал я и бросил взгляд на речку, протекавшую неподалеку. Там весело плескались какие-то девчонки. Пусть себе купаются, им, наверное, тоже жарко. Завернув за угол дома, я вдруг заметил чудище, пристроившееся у самой нашей двери. Сердце мое ёкнуло, я сразу весь подобрался. Чудище не двигалось, оно, как обычно, неподвижно приткнулось мордой к косяку, будто принюхиваясь. Чудищем был много повидавший на своем веку потрепанный с облезлой голубоватой краской мотоцикл на 3 чумазых колесах.